по 5 апреля в Бердикестяхе и в селе Мытах прошла неделя, посвященная памяти Василия Васильевича Филиппова. Я, как представитель Академии наук и родственник Василия Васильевича, приняла участие в нескольких мероприятиях. Это вот 2 апреля на круглом столе по увековечению памяти в администрации главы Горного Улуса Никиты Викторовича Андреева. Также мы посетили открытие Олимпиады, где приняло участие 318 школьников из школ Республики Саха-Якутия. Это сеть президентских школ. Дней памяти Василия Васильевича Филиппова мы очень коротко переговорили с главой Улуса, Андреевым, и договорились, что когда он приедет в город, мы обязательно с ним встретимся в Институте биологии и переговорим на тему, скажем так, биотехнологического вооружения традиционных отраслей хозяйствования в Улусе. Одно впечатление от обстановки, от учителей, от школьников Бердикестяхской гимназии, и видимы и очевидны перспективы развития образования в горном районе. Имени Михаила Ефимовича Николаева и также 11 школ Горного Улуса. Также в рамках этого дня был открыт бюст Василию Васильевичу. 3 апреля прошли вторые открытые модельные игры, заседание Илтумен 2024 года, где приняли участие 20 школьников из 8 школ республики, в том числе это школы города Якутска и школы села Бердикестях. Это уникальный формат в плане того, что дети рассматривают законы, свои поправки вносят. Да, это очень интересно с точки зрения вживания, да, вживления в реальную жизнь. Мне очень понравился этот формат и игра в целом, то, как дети выступают, общаются друг с другом именно в формате деловой игры заседания Илтумен. Также 4 апреля мы были экспертами на улусном конкурсе «Юный новатор», который мы с Центром дополнительного образования имени Людмилы Егоровны Лукиной решили расширить на республиканский уровень. В этом конкурсе дети представили свои технические разработки, проекты, в том числе и фантастические свои идеи в техническом плане. И в нем приняло участие 22 школьника из 9 школ Горного Улуса. Впечатления очень позитивные. Дети представляют такие работы, как архитектурный комплекс «Старый Бердикестях», то есть они заботятся об истории, культуре своего родного края. Также были разработки, связанные с хозяйственной деятельностью. Например, ученик Магаразской школы представил работу «Ведро-будильник», которая, например, будет очень полезна для дачи, для дома без благоустройства. Также были работы, связанные с ракетоносителями и другими техническими разработками. Варвара Васильевна, относительно будущего, как можно еще модернизировать формат? Можно установить цикличность проведения мероприятий, например, не каждый год, а через год и раз в 2 года, ежегодно проводить внутри школ классные часы, то есть формат оставить постоянным, а большие выезды делегаций сделать именно через несколько лет. Некоторые мероприятия, например, как конкурс «Юный новатор», они могут быть достаточно масштабными, поэтому можно его распространить на республику, потому что именно техническое направление было направлением Василия Васильевича, и если бы в нем участвовало больше детей и представляли свои разработки, было бы гораздо интереснее и лучше. Экспедиция школьника, наверное, все знаете, это один из таких серьезных инструментов по вовлечению детей в научную деятельность. И не случайно те, которые принимали участие в экспедиции школьника, они всегда выигрывали эти шаги в будущее, республиканской конференции и так далее. На семинаре присутствовало 27 лагерей
И, в общем, лагерями у нас охвачена большая часть улусов республики. Произошла у нас такой выставкой, да, очень интересной выставкой. Выставили экспедиции свои вот эти панно и очень интересные экспонаты, которые вот дети находили вот во время своих экспедиций. Это по орнитологии, по палеонтологии, по экологии, там по всему очень интересный, очень такой вот материал очень собранный, да. И присутствовали часто даже школьники, которые очень так вот, заинтересованно все это рассказывали. Очень интересно прошла такой семинар. Ну, семинар сам по себе или отчет благодаря вот Седалищевой Сергею Николаевну, которая работала, и Семенова Юрия Ивановича, организовано так на базе Николаев-центра. Ну и по итогам такой вот большей части это, конечно, энтузиасты, да, вот те, которые работают со школьниками, это учителя в первую очередь, высказали пожелание, что Академия наук эту работу, вот ту, которая была начата 5 лет назад, они продолжат. Да? Ну, для этого у нас вот госзадание было в основном для какие средства, которые небольшие были, они для проведения как раз конференций были, для методической работы, выпущено несколько методических небольших брошюр и изданий для координации работы вот школьниками. Вот такое пожелание высказали, так? Я его вот озвучил. Спасибо. Дорогие друзья, в Москве прошел Евразийский форум под эгидой «Национальные традиции и развитие коневодства». В форуме приняли участие от Академии наук Республики Саха-Якутия президент Владимиров, Александр Владимирович, и от Республики Саха-Якутия Афанасьев Николай Степанович, первый замминистра. Формат совещания был чрезвычайно сильный, высокий. Зарубежные партнеры, Китай, Монголия, Арабские Эмираты, все ближнее, дальнее зарубежье и все российские регионы, ведущие, кто занимается коневодством в качестве, в формате национальных традиций. Надо сказать, впечатления самые приятные, и в этом позиционировании мы, как представители Республики Саха-Якутия, свою якутскую лошадь преподнесли в самом лучшем виде. Вопросов столько было заинтересованности, что прямо всех поразила, во-первых, северная лошадь, очень неприхотливая, и по образному выражению это алмаз-бриллиант, который находится на земле. В Якутии это в землях настоящие алмазы. Поэтому это надо приумножать только и развивать дальше. Резюме такое. И на следующий год команда Академии наук инициировала проведение такого форума на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, задача стоит у нас еще и себя обеспечить и за пределы республики, и дальше. Но, конечно, мы глубокую переводку не ведем, в котором как раз мы вот с нетерпением ждем ваших предложений, ваших наработок, что вы делаете, да, вот, сублимирование и так далее. У нас глубокой переработки нет. Что раз уж это происходит, да, для нее вот это такое объяснение, то нужно, конечно, использовать с максимальным уважением и полностью, да. Это экономически целесообразно и как-то даже культурно. Это. Вот такая культурная переработка, она должна быть в обязательном порядке. История с переработкой вот сейчас очень заметна. Мы и с руководителями по этому направлению улусными разговаривали, и с Минсельхоза большого, и с министром. То есть вот даже в Орлахе вчера были. Орлах — это куда еще от Верхоянска, а там стоит новый цех по производству, полный цикл. Там, то есть холмогорская порода коров, молоко, из молока уже кисломолочные продукты. Это вот далеко-далеко за полярным кругом. Это все возможно. При желании, то есть организовать этот процесс, его можно. Все равно кобыл доят, кумыс все равно получают. Вот. Все равно получают мясную продукцию от лошадей.
Но наша задача это сделать это максимально эффективным, максимально приблизиться к полной переработке. Его качество, да? И подобрать вот эту дозировку. Притом там, ну, хороший очень человек работал, сейчас его уже перевели. И он как раз вот эту технологию показал на армии 2022. И после этого его сразу, ну, этим СССРшникам его сразу же перевели в другое место работы. Он сейчас работает уже на повышении в другом месте, и мы с ним общаемся. Но вот эту технологию мы запатентовали. То есть вот только вот получили на молоко, а на молозе, а сейчас вот на выходе. Сыворотка жлёбых кобыл. И сейчас вот мы стоим на пороге гематогена. Притом гематогена не в том виде, какой вот сейчас он есть, сладкий гематоген. Гематоген в чистом виде гематоген делает только бельгийская компания одна. И то из бычьей крови, которую забирают при убое. Это опять же убой, это опять же стресс. У нас не убой, у нас берется живая кровь с живой лошади. Забор крови. Да. Мы сейчас, то есть, находимся в самом начале пути создания рынка сублимированного кобыльего молока. Создание рынка. То есть никто не знает, что это такое. Мы 2 года были на маркетплейсах, поэтому 30 тысяч в месяц мы зарабатываем, представляете? Сейчас мы создали свою сетевую компанию. Сетевая компания работает, вот, получается, наверное, 6-й месяц идет. Я, когда ее создавал, я говорил, что меня устраивает, если будет прирост, пусть будет 100 тысяч в месяц, но это будет тенденция к развитию. Если мы встали на месте, значит мы что-то не то сделали, мы ошиблись, надо начинать сначала. Мы сейчас дошли до миллиона вот за эти 6 месяцев. Дальше развивается. Это как раз тот случай, когда людям из уста в уста передается информация про кобылье молоко. Люди пробуют, помогают и пошли дальше. Но помогать будут только в том случае, если мы сохранили все в этом молоке. У людей непереносимость кобыльего лактозы, да, здесь непереносимости лактозы нет. Потому что оно ферментировано полностью. Оно близко к материнскому, а мать уже все подумала за ребенка. Природа подумала, вернее, все за мать. И оно полностью ферментировано, нужно сохранить фермент. У ферменты, какой-то фермент, сейчас не помню, лошади, он у нее погибает при 40 градусах. То есть, если лошадь заболевает, у нее этот фермент практически сходит на нет, и нужно после того, как она выздоровеет, какое-то время этот фермент восстановится. Да. Поэтому вот эта технология очень важна. Начинали его продавать по 5000. 5000, это получается уже где-то 180 тысяч. 25 грамм. 27. 27. Да. А сейчас вот за эти полгода дошло до 6600. 6600 сейчас. И почему? Потому что его нет, его крайне мало. Лимитированный там. Да, то есть